Здравствуйте, это рубрика «Чрезвычайные происшествия», в студии Дмитрий Тымыров. Распитие спиртных напитков привело к возбуждению уголовного дела в Амгинском районе. Так, в отдел районной полиции поступило сообщение, что в медицинское учреждение доставлен местный житель с рваной раной на лбу. Участковыми полномоченными полиции установлено, что вред здоровью пострадавшему причинил его 35-летний приятель. В день происшествия мужчины распивали алкоголь. В какой-то момент между ними произошла ссора, в результате которой потерпевший бросил в сторону подозреваемого стакан и попал им в лоб, тем самым нанеся ему легкий вред здоровью. После инцидента мужчине пришлось обратиться за медицинской помощью. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», сообщает пресс-служба МВД России по республике. Жительница Мирнинского района продиктовала реквизиты карты мошеннику и лишилась денег. В полицию обратилась 44-летняя местная жительница с сообщением о том, что неизвестный обманным путем похитил ее денежные средства с карты. Потерпевшая пояснила, что ей позвонил мужчина, представился сотрудником банка и сообщил о попытке несанкционированного списания денег со счета. Для отмены операции он попросил продиктовать все реквизиты банковской карты, а также СМС-коды подтверждения транзакций. Поверив его словам, женщина выполнила просьбу и назвала все данные, после чего с ее карты аферисты сняли 33 тысячи рублей. Потерпевшая призналась, что знала о подобных фактах мошенничества, но растерялась. А в Вилюйском Улусе 25-летний мужчина подозревается в хищении денег с банковской карты. В дежурную часть полиции по Вилюйскому району обратился пенсионер, который сообщил, что у него с банковской карты похищены 26 800 рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый. Им оказался незнакомый потерпевшего, а ранее трижды судимый 25-летний мужчина. Установлено, в день происшествия злоумышленник распивал у потерпевшего спиртное. Когда закончился алкоголь, пенсионер передал свою банковскую карту подозреваемому и попросил купить им еще спиртных напитков. Таким образом, злоумышленник узнал пин-код от карты. После того, как потерпевший заснул, подозреваемый забрал банковскую карту с собой. Все похищенные с карты деньги он потратил на покупку алкоголя. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет. Нерюнгринскими полицейскими раскрыта кража золотых изделий. Так, в отдел полиции района обратилась жительница поселка Беркакит. Женщина пояснила, что у нее похитили золотые украшения общей стоимостью около 40 тысяч рублей. Им оказался безработный 36-летний житель города Нерюнгри. Выяснилось, что в день происшествия подозреваемый находился в гостях у потерпевшей, и они вместе распивали спиртные напитки. Когда женщина уснула, гость похитил золотые украшения, которые потерпевшая хранила в комнате на видном месте. Похищенное он сбыл в ломбарде, выручив около 14 тысяч рублей. Деньги подозреваемый потратил на покупку алкоголя. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь о происшествиях за пределы региона. Так, в минувшие выходные в центре Москвы произошел пожар в хостеле на Масницкой улице, сообщается на сайте МЧС страны. В ведомстве отметили, что информация о возгорании поступила в 19:48 по московскому времени, и уже в 21:40 также его ликвидировали. Также здесь добавили, что пожар повредил 500 квадратных метров. 14 февраля 2021 года, 19 часов 48 минут, пожарные подразделения выезжали на тушение пожара в административного здания. По прибытию происходило загорание на первом-втором этажах, площадь пожара составила 500 квадратных метров. Тушение осложнялось большой горючей загрузкой, высокой температурой и плотным выделением продуктов горения. Благодаря профессиональным, грамотным, слаженным действиям пожарных подразделений не допущено распространение пожара на соседние здания. В 22 часа 07 минут пожар был ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 19 основных отделений, 64 человека личного состава. Пожару был объявлен ранг пожара номер 2. После сосредоточения на место сил и средств пожар номер 2 был отменен и присвоен пожару ранг номер 1 БИС. Пострадавших на пожаре не допущено. Землетрясение магнитудой 7,3 балла у берегов Японии вызвало оползень, который заблокировал скоростную автомагистраль Джабан в городе Самай, префектуры Фукусима, в воскресенье. На кадрах, снятых с дрона,
Экскаваторы расчищают дорогу, убирая почву и камни. Работы привели к длинной очереди из автомобилей на дороге. Напомним, в субботу у побережья Восточной Японии произошло сильное землетрясение. Тогда сообщалось о десятках пострадавших. Около миллиона домов в регионе остались без электричества, что привело к закрытию дорог и остановке движения поездов. Теперь вернемся к новостям происшествий нашего региона. Так, в якутской колонии прошел конкурс красоты «А-ну-ка, девушки» среди осужденных женщин колонии поселения номер 2. В начале мероприятия номинация «Визитная карточка». Конкурсантки рассказали о себе. Затем каждая из них успешно прошла второе испытание под названием «Страна». На этот раз, нарядившись в национальные костюмы, они с теплотой рассказали зрителям о своей малой родине. После этого в модном показе они продемонстрировали костюмы сказочных персонажей, изготовленные своими руками. Заключительным этапом стал кулинарный поединок «Хозяюшка», в рамках которого участницы конкурса представили приготовленные им оригинальные кондитерские изделия. В завершении мероприятия женщины поблагодарили за участие в конкурсе и вручили им призы, а также дипломы 2-й, 1-й, 3-й степени. Напомним, это единственное в регионе исправительное учреждение, где отбывают наказание представительницы женского пола, сообщили в Управлении Федеральной службы исполнения наказания по Республике Саха-Якутия. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до новых встреч.